Здравствуйте, в эфире новости. В студии работает Бейбит Мамлеев, сурдоперевод осуществляет Даурен Абдрасилов. А в начале выпуска коротко о главном. Незаменимая часть медицинской команды. В рамках Международного дня медицинских сестер в Талдыкургане прошло чествование работников сферы здравоохранения. Памяти героев. В городе Жаркент после кардинального обновления вновь распахнул свои двери музей воинской славы. Веселые и находчивые. Талдыкурган стал центром проведения игр «Жайдарман» для команд со всего Казахстана. В этом году аграрии получили всестороннюю поддержку со стороны государства. Правительство приняло ряд эффективных мер, направленных на стабилизацию аграрного сектора и обеспечение устойчивого урожая. В частности, более 7 тысяч сельхозтоваропроизводителей получат льготные кредиты на общую сумму почти на 500 миллиардов тенге. Ход весенних полевых работ, а также вопросы материально-технического обеспечения сельхозтоваропроизводителей были подробно рассмотрены на очередном заседании правительства. В текущем году общая посевная площадь составит свыше 23,5 миллионов гектаров, что на 413 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. По поручению главы государства ведется системная работа по диверсификации сельскохозяйственных культур. За последние 2 года было сокращено количество земель, занятых под пшениц, на 750 тысяч гектаров. В результате в текущем году площадь посевов кормовых и масличных культур достигнет 3 миллионов 300 тысяч гектаров. В этом году площадь подсолнечника впервые составит почти 1,5 миллиона гектаров. Что касается озимых культур, в нынешнем году ими засеяны поля на площади в 405,5 тысяч гектаров. 74% посевов озимых находятся в хорошем состоянии, 23% в удовлетворительном. Вместе с тем в южных регионах началась уборка ранних овощей. Премьер-министр поручил усилить меры по борьбе с саранчой в Туркестанской и Жамбылской областях. На борьбу с вредителями из республиканского бюджета выделено более 7 миллиардов тенге. Задействовано 443 единицы опрыскивающей техники и 4625 специалистов. Кроме того, отмечено, что обеспечение национальной продовольственной безопасности и укрепление экспортного потенциала аграрного сектора остаются в числе приоритетов государства. В данном контексте ключевое значение обретает своевременное и качественное проведение посевной кампании. Правительством приняты необходимые меры по финансированию и материально-техническому обеспечению сельхозработ. На данном этапе особенно важно обеспечить эффективную и слаженную реализацию запланированных мероприятий. Посевная должна быть завершена в установленные сроки. Как отметил глава государства, аграриям необходимо наращивать площади посевов тех культур, на которые наблюдается устойчивый внутренний и внешний спрос, а также обеспечить приоритетную государственную поддержку таких направлений. Утвержденные планы по диверсификации структуры посевных площадей должны быть реализованы. В области Жетсу посевная кампания близится к завершению. На данный момент посеяно 91,5% яровых. Согласно информации от ответственных специалистов, посев сахарной свеклы будет завершен до 15 мая, а зерновых до 1 июня. Для своевременного завершения весенних полевых работ было привлечено более 20 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Учитывая результаты и опыт прошлого года, было принято решение сократить посевные площади сахарной свеклы на 1000 гектаров. Вместо этого акцент был сделан на выращивание масличных культур, площади под которые были увеличены на 1200 гектаров. Такой подход направлен на повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий и получение более устойчивого урожая. В целом, проведение весенних полевых работ идет по плану, и на сегодняшний день мы находимся на завершающем этапе. С целью обеспечения своевременного и бесперебойного проведения весенних полевых работ в области Жетсу было утверждено выделение 5,5 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива для нужд аграриев. На данный момент в регион уже поступило более 3000 тонн этого топлива, что позволило сельхозпроизводителям активно приступить к посевной кампании. Кроме того, предусмотрена закупка почти 60 тысяч тонн минеральных удобрений, из них уже приобретено свыше 44 тысяч тонн. Следует подчеркнуть, что площадь сельскохозяйственных посевов превышает 510 тысяч гектаров. Кундуз Нурмухамбетова, Еркебулан Жахпай, Жасулан Шынкенже, телерадиокомпания «Жетсу». На благо общества. В Талдыкургане состоялся семинар, посвященный вопросам маркировки экопродуктов. Поводом для его проведения стало принятие нового закона Республики Казахстан о производстве и обороте органической продукции.
Основным спикером выступил Арсен Керимбеков, директор Союза производителей органической продукции Казахстана. Он подробно рассказал участникам мероприятия о ключевых положениях закона, а также объяснил, как аграрии региона могут получить официальную маркировку натуральных продуктов. По его словам, для этого необходимо пройти определенные этапы сертификации, соблюдая требования по производству, хранению и реализации товаров, соответствующих международным экологическим стандартам. Кроме того, Арсен Керимбеков отметил, что государство оказывает поддержку производителям, решившим перейти на органическое земледелие. В частности, он рассказал о предусмотренных субсидиях, которые покрывают часть затрат на сертификацию. Повышенное внимание к вопросам экологии, продовольственной безопасности и здорового питания делает органическое сельское хозяйство одним из приоритетных направлений, резюмировали участники встречи. Встречаете продукцию, где написано био, эко, органик, это все теперь нельзя писать по закону. Наказание будет представитель Минздрава, местная санитарная и эпидемиологический контроль служба. У них такие права теперь есть наконец-то по закону. Есть молочники, которые очень заинтересованы. Они говорят, мы действительно находимся далеко от всех, у нас действительно чистое. Почему не показать? Это как преимущество при торговле будет. То есть, естественно, если ты просто говоришь фермерский во дворе привозишь, а с другой стороны, если у тебя действительно доказано чистое. И вот как это сделать недорого, у нас есть возможности. Возможности есть в этом году по субсидированию вот этого сертификации. То есть он заплатит за сертификат, ему там часть будет возвращать денег. В Талдыкургане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню медицинской сестры и медбрата, который отмечается ежегодно в середине мая. В рамках празднования этой даты 16 фельдшеров, акушерок и других медицинских работников со всего края ЖЭЦО были награждены благодарственными письмами за их самоотверженный труд и преданность профессии. Подробнее в материале Айгерим Коппаевой. В рамках празднования Дня медицинской сестры и медбрата в области ЖЭТСУ были подведены итоги конкурса профессионального мастерства, выявившего специалистов в 4 номинациях: лучший акушер, лучшая медсестра стационара, лучшая медсестра первичной медико-санитарной помощи и лучший фельдшер. В последней победителем стал Азамат Курамысов из Аксусского района. Уже 17 лет он посвящает себя этой благородной профессии, спасая жизни и первым оказывая помощь нуждающимся. Работа, конечно, непростая, но я сам выбрал этот путь, делится Азамат Курамысов. После окончания медицинского колледжа в Талдыкургане я вернулся в родные края, чтобы помогать сельчанам. Как говорится, где родился, там и пригодился. У меня 2 сыновей, и старший тоже планирует поступать в медицинский, правда хочет стать стоматологом. Помимо этого, на торжественном мероприятии 5 медицинских работников края ЖЭТСУ были удостоены почетных грамот от имени министра здравоохранения Республики Казахстан и еще столько же благодарственных писем. Высокие награды вручил руководитель управления здравоохранения области ЖЭТСУ Аскар Садыков. От своего лица, от имени управления здравоохранения хотел бы поздравить наших медицинских сестер, наших медбратьев с профессиональным праздником. Выразить большую благодарность за их непосильный труд на благо здоровья нашего населения, пожелать крепкого здоровья, успехов, счастья, плодотворной работы. Завершилось торжество праздничным концертом, наполненным душевными номерами и искренними поздравлениями. Ведь люди в белых халатах – это настоящее олицетворение милосердия, заботы и надежды. Айгерим Коппаева, Алик Уанышев, телерадиокомпания ЖЭТСУ. Здоровье нации начинается с осведомленного выбора. Именно поэтому в Казахстане с 12 по 16 мая стартует неделя репродуктивного здоровья. Масштабная просветительская кампания, направленная на защиту будущего поколения. В условиях роста числа инфекций, передающихся половым путем, и низкой осведомленности подростков о рисках ранней половой жизни, казахстанские специалисты объединяют усилия для решения этих острых проблем. Инициатива реализуется при поддержке профильных государственных органов, НПО и международных организаций в рамках государственной политики по укреплению здоровья населения и профилактике социально значимых заболеваний. По словам спикера Жанетты Нурманбетовой, по всей стране в молодежных центрах здоровья, школах и поликлиниках пройдут лекции, тренинги, интерактивные сессии и дни открытых дверей. Главная задача данной акции – не просто рассказать, а научить заботиться о себе и своем будущем.
Неделя репродуктивного здоровья проводится с целью усиления информационно-просветительской работы по вопросам охраны репродуктивного здоровья среди населения, планирования семьи. Также необходимо отметить, что очень большое сейчас внимание уделяется программе «Ансаган Саби», то есть это для того, чтобы наши семейные пары могли своевременно встать на учет и по квоте получить ЭКО. В этом году у нас 140 квот выделено, поэтому у нас есть семейные пары, которые имеют возможность забеременеть и стать счастливыми родителями благодаря ЭКО-программе. Обеспечение безопасности детей в приоритете. С начала года подразделения ювенальной полиции совместно с органами образования усилили профилактическую работу. На местном уровне проведено более 470 рейдов. Об этом поделились представители правоохранительных органов на брифинге со СМИ. Как отмечают выступающие, главная цель акции – предотвращение правонарушений в отношении несовершеннолетних и повышение ответственности взрослых за безопасность и воспитание детей. Проверки дали результат. Зафиксировано более 2500 правонарушений. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Все взрослые, допустившие халатность в воспитательном процессе, привлечены к административной ответственности. Ведь безопасность детей – это зона общей ответственности. А потому работа в данном направлении будет продолжена, отметили спикеры. Жители области Жетысу хотим попросить постоянно обеспечивать безопасность своих детей. 6 мая закончили оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». То есть каждый день, каждые праздничные выходные дни наши сотрудники выезжают, где отдыхает народ, и разъясняем, как обеспечить безопасность своих детей. И им раздаем на месте буклеты по обеспечению их безопасности. В Талдыкургане отметили 146-летие со дня рождения Мухамеджана Тынышпаева, видного деятеля движения «Алаш». В честь этой знаменательной даты в библиотеке имени Сакена Сейфуллина состоялось собрание историков и ученых, посвященное изучению жизни и деятельности первого казахского инженера-путейца, его вкладу в становление государственности и национальной идентичности. Встреча, посвященная 146-летию Мухамеджана Тынышпаева, прошла под названием «Боевой дух в потоке истории». Мероприятие объединило известных историков, социологов, лингвистов и специалистов в области музейного дела. Жизнь Мухамеджана Тынышпаева была омрачена советскими репрессиями. Он трижды становился жертвой преследований и в конечном итоге был расстрелян. Лишь недавно были рассекречены документы, проливающие свет на эти трагические события. Важно отметить, что Тынышпаев сыграл ключевую роль в истории туркестанской автономии, о которой стало известно относительно недавно. Он вместе с Мустафой Шукаем стал у истоков этого движения. В ходе встречи прозвучали и ценные воспоминания и ранее неизвестные факты о судьбе Мухамеджана Тынышпаева. Отмечается, что значительная часть архивных материалов, касающихся его жизни и деятельности, находится в Узбекистане, Санкт-Петербурге и Омской области. Неоценим вклад Мухамеджана Тынышпаева в исследовании истории казахского народа. Его роль в проекте по соединению Турксиба с Семеем трудно переоценить. Интересно отметить, что в 1930-х годах на Тынышпаева поступали жалобы, в которых говорилось, что он, занимаясь строительством железной дороги, уделял слишком много времени встречам и беседам со старейшинами аулов, якобы пренебрегая своими прямыми обязанностями. Наряду со строительством железной дороги Тынышпаев также изучал историю. Основной целью круглого стола стало знакомство молодого поколения с личностью выдающегося казахского деятеля, воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к родине. Также участники встречи подчеркнули, что деятельность Мухамеджана Тынышпаева служит вдохновляющим примером для современников и важным ориентиром для будущих поколений. Агирим Купаева, Жулдзай Мараткызы, Надир Хамзин, телерадиокомпания «Жетысу». В области Жетысу впервые состоялась республиканская открытая лига игр «Жайдарман». Мероприятие было организовано Республиканским молодежным общественным объединением «Союз КВН Казахстана» при поддержке Управления общественного развития. В лиге приняли участие 19 команд из разных регионов страны. По решению жюри 12 лучших сборных получили путевки в четвертьфинала. Кроме того, еще 2 команды прошли в следующий этап по дополнительному отбору. Игра прошла в напряженной, но увлекательной атмосфере. Вечер, наполненный юмором, пришелся по душе зрителям.
В городе Талдыкурган региональная лига на республиканском уровне проходит впервые. В игре принимают участие команды из разных регионов и городов, включая Шымкент, Тараз, Алматы, Туркестан и Мангостау. Стоит отметить, что Жайдарман лично поддерживает президент ассоциации Есени Люкен. Мы приехали из Шымкента. В играх Жайдарман мы участвуем уже 5-й год. Хотим пожелать удачи всем командам. Мы впервые в Талдыкургане, и город нас приятно удивил своей чистотой и спокойствием. Надеемся, что эта позитивная атмосфера задаст тон всему мероприятию, и все пройдет на высшем уровне. Пусть победит сильнейший. Великая Отечественная война коснулась всех казахстанцев, и память об этом героическом времени бережно хранят в каждом уголке страны. В городе Жаркент после завершения художественно-оформительских работ состоялось торжественное открытие Музея воинской славы. Обновленный объект станет важным событием в жизни региона и символом уважения к памяти героев, сражавшихся за мир и свободу будущих поколений. Музей воинской славы – один из важных исторических объектов, расположенных в городе Жаркент. Его фонды укомплектованы материалами, связанными с древней и славной историей края, предметами, раскрывающими сокровенные тайны прошлого. Здесь собрано множество экспонатов, посвященных истории казахского боевого искусства. Причем самые древние из них берут свое начало от сакских времен. Внимание посетителей привлекают оружие и доспехи батыров, щиты, мечи акинаки, палицы шокпары, топор айбалта. Есть также материалы, повествующие о подвигах героев Великой Отечественной войны, уроженцев этого края. Сотрудники музея ведут работу по 5 направлениям, предусмотренным в его уставе. Это научно-исследовательская и собирательская, научно-фондовая, массово-просветительская и издательская работы. Этот музей был создан на основании приказа Акима Алматинской области за номером 19 от 25 ноября 2011 года. Первое открытие музейных залов состоялось в 2013 году. Тогда, благодаря государственной поддержке, было выделено значительное финансирование на создание экспозиции и обустройство музея. В 2023 году проведены ремонтные работы, направленные на поддержание технического состояния помещений и сохранение музейного фонда. В нынешнем году в рамках празднования 80-летия Великой Победы залы Музея воинской славы были капитально обновлены, оформлены с учетом современных требований и вновь открыты для широкой общественности. Продолжилось мероприятие постановкой спектакля Народного театра имени Данеша Ракишева, а также патриотическими песнями в исполнении сотрудников местного дома культуры. По словам организаторов, основная цель этого события – популяризация подвигов наших героических предков, воспитание у молодежи нравственных ценностей, а также укрепление национального духа и самосознания. Особое внимание было уделено залу, посвященному подвигу воинов-интернационалистов, участников афганской войны. Здесь представлена форма и личные вещи солдат, а также воссоздана экспозиция, отражающая атмосферу и реалии боевых действий. Один из ветеранов-афганцев, Талгат Манапула, глядя на эти экспонаты, поделился своими воспоминаниями о тех тяжелых событиях. Я оказался на территории Афганистана в 1979 году и вернулся только в 1981. На этом фото я стою рядом с ребятами из Узбекистана, России, Кызылорды и Капала. К сожалению, не все они вернулись домой. Я провел 6 месяцев по ту сторону перевала. Затем меня перевели в другую боевую точку, где я пробыл еще полгода. После этого снова направили сюда. И здесь я провел еще 6 месяцев. Нас регулярно переводили с места на место каждые полгода, поэтому приходилось постоянно адаптироваться к новым условиям. С момента открытия Музея воинской славы его коллекция непрерывно пополняется за счет целенаправленных и систематических поисковых работ. Особое внимание уделяется сбору значимых материалов и уникальных экспонатов, представляющих историческую и культурную ценность. На сегодняшний день в музее насчитывается более 780 основных экспонатов. Кроме того, фонд был дополнен вспомогательной коллекцией, число которой составило почти 290 единиц. Хондуз Нурмуханбетова, телерадиокомпания «Жетсу». В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке ветеранов состоялся конкурс патриотической песни под названием «Тахзым». В участие приняли ветераны и пожилые жители региона. Они исполнили песни военных лет, продемонстрировав не только вокальные таланты, но и силу духа, стойкость и любовь к родине. Мероприятие посетила и наша съемочная группа.
По условиям конкурса участники исполняли песни о военных годах и победе. В творческом состязании приняли участие около 20 исполнителей старше 50 лет, включая 4 ансамбля, 2 дуэта и 12 сольных исполнителей. Одной из ярких участниц конкурса стала Куляндаша Баймбайкызы из ансамбля «Сулусас». Мы представляем ансамбль «Сулусас» из села Отинай. В его составе 8 человек. Нам посчастливилось пройти отборочный тур в формате онлайн. В итоге мы получили путевку на этот конкурс. В нашем репертуаре немало сольных, а также хоровых произведений. Мы постоянные гости различных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам. По условиям конкурса звучали песни о военных годах, о материнской тоске по сыну, о любви к родине и о чувствах, которые ветераны перенесли через всю свою жизнь. Основная цель мероприятия – почтить память прошлого и прославить мужество предков перед молодым поколением. Этот конкурс проводится при поддержке акима города. Его организаторами являются работники Утинайского дома культуры. Место проведения парк ветеранов, а также название мероприятия «Поклонение» выбраны не случайно. Конкурс приурочен к 80-летию Великой Победы. Стоит отметить, что каждое выступление участников было высоко оценено членами жюри. В итоге победители конкурса были удостоены заслуженных наград. Карина Закриева, Нурай Базархан, Мади Байбосынов, телерадиокомпания «Жетысу». Индия частично возобновила подачу воды в Пакистан. Nissan планирует сократить 15% штата по всему миру. Подробности этих и других событий смотрите в подборке зарубежных новостей. После объявления перемирия с Индией в Пакистане вновь возобновилась подача воды, хотя и частично. Это может стать первым шагом к снижению напряженности между странами. Ранее, 4 мая, Нью-Дели перекрыл подачу воды из-за терактов в Пахалгаме и приостановил действие соглашения о водах Инда. Пакистан выразил надежду на восстановление сотрудничества. Река Ченаб регулируется договором 1960 года, который предусматривает распределение водных ресурсов между странами. Открытие шлюза может способствовать возобновлению диалога между двумя ядерными державами. Японская автомобильная компания Nissan намерена сократить около 20 тысяч сотрудников по всему миру, что составляет примерно 15% ее штата. Это решение связано с началом масштабной реструктуризации автоконцерна. Представители Nissan пока не дали официальных комментариев. По предварительным оценкам, по итогам прошлого финансового года компания может понести убытки в размере $5 миллиардов. Официальные данные будут опубликованы в ближайшее время. С начала года капитализация Nissan снизилась почти на 30%. В столице Ливии, Триполи, произошли вооруженные столкновения, в результате которых не менее 6 человек получили ранения. В различных районах города слышны выстрелы и взрывы. Беспорядки начались после убийства Абдельгани Аль-Кикли, главы службы безопасности при президентском совете. В городе введен режим чрезвычайного положения. Международный аэропорт приостановил работу. Все рейсы перенаправлены в Мисурату. Закрыты школы и университеты. Власти призывают жителей не покидать дома. Айна Даркаса по материалам интернет-ресурсов. Шпажист из Казахстана стал призером Гран-при в Колумбии. Казахстанский таэквондист завоевал золото чемпионата мира. Эти и другие новости смотрите далее в подборке спортивных новостей. Один из ведущих фехтовальщиков сборной Казахстана Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в колумбийской Боготе. В напряженном полуфинальном поединке он обыграл представителя Узбекистана Вадима Анохина со счетом 15-14. В финале Курбанов встретился с японским спортсменом Акирой Каматой, уступив ему со счетом 10-15 и заняв второе место. Бронзовую награду завоевал француз Луиджи Миддельтон. Еще один представитель Казахстана Ерлик Сертай также показал достойный результат, завершив турнир на 8-й позиции и войдя в десятку сильнейших. Казахстанский спортсмен Саангали Жантуре завоевал вторую золотую медаль для сборной на чемпионате мира по таэквондо среди кадетов. Турнир проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. В финале весовой категории свыше 65 килограммов Жантуре одолел украинца Максима Шудженко. Ранее чемпионом стал Хамза Альпер Ромашкин. Также бронзу взяли Алла Цой и Аида Гажалимова. В турнире участвуют более 800 спортсменов из 81 страны. Также принято решение провести финал Гран-при 2026 года в
Алматы с розыгрышем путевок на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Женская сборная Казахстана по регби готовится к чемпионату Азии, который пройдет 15 мая в японской Фукуоке. Турнир состоится в формате регби-15. Команда провела тренировочные сборы в Кутаиси, где сыграла 2 тестовых матча с Грузией. В подготовке задействованы физические, тактические и психологические элементы. В соревнованиях примут участие 26 казахстанских спортсменок. Основные соперницы сборной Японии и Гонконга. Победа на турнире поможет улучшить позиции в рейтинге World Rugby и приблизиться к чемпионату мира. Аяна Айдарқызы по материалам интернет-ресурсов. Это все новости к этому часу. Оставайтесь в эфире телерадиокомпании «Жетсо».